В ближайшие дни будет введен в эксплуатацию один из старейших стадионов Сухума – стадион «Динамо». Футбольное поле с искусственным травяным покрытием размером 67 на 105 метров соответствует всем международным требованиям футбольных ассоциаций. Проектные решения основаны на современных тенденциях проектирования и строительства футбольных стадионов в мировой практике и в соответствии с санитарными, противопожарными и экологическими требованиями. Особое внимание при строительстве футбольного стадиона было уделено покрытию поля. Искусственная трава была выбрана не случайно. На стадионе будут проходить не только футбольные матчи, но и частые тренировки команд. Наряду с играми будут проходить и тренировки и детских команд, и взрослых команд, и никакое натуральное поле не выдержит такой нагрузки. Ну, его плюс еще в том, что когда в городе будет такая инфраструктура и будет много полей, то очень быстро можно из искусственного сделать натуральным полем. Объект уникален, уверяют строители. По их словам, стадион нужно было строить практически на болоте. Необходимо было применить современные инженерные решения. В итоге в грунт были вбиты 1025-метровых свай. Подобные объекты для развития спорта в республике крайне необходимы, отмечает известный абхазский футболист Беслан Аджинджел. Хорошее начало, и если чем больше будет у нас спортивных сооружений и так далее, я думаю, что это большой плюс будет для нашей республики в плане развития вообще спорта в стране в нашей. Очень красивые трибуны, он очень компактный, уютный. Я думаю, что будет не стыдно кого-либо пригласить к нам, чтобы даже принимать участие в каких-то соревнованиях, и мы можем привести команды и из России, и из-за рубежа. Могут приезжать команды, и я думаю, что мы не ударим грязь лицом, потому что и стадион красивый, и раздевалки просторные. Свою оценку стадиону «Динамо» дал президент одноименного футбольного клуба Астамур Адлейба. Нам еще долго придется ждать, чтобы мы вышли на тот уровень, которому соответствует этот стадион. Великолепный стадион. Надо сейчас довести до ума какие-то вещи небольшие и начинать здесь готовиться уже. Мы уже давно готовимся к этому. Общая вместимость стадиона почти 4500 посадочных мест. Здание оборудовано горячим и холодным водоснабжением, канализацией, вентиляцией, электронным видеотабло. На первом этаже потрибунного пространства расположен блок раздевалок с душевыми, санузлами, массажными и тренерскими комнатами, а также комнатами медицинской помощи. 4 мачты с современным освещением позволяют проводить на стадионе футбольные матчи или концерты и в темное время суток. Особое внимание строителей было уделено интерьеру спортивного комплекса. Были использованы дерево и какие-то материалы, которые мы попытались сделать внутренние помещения более теплыми, уютными и не холодными, а чтобы они близки были к человеку. Помимо помещений, относящихся к проведению непосредственно футбольных матчей, на втором этаже стадиона находятся тренажерный и гимнастический залы, пресс-центр, офисные помещения для руководства стадиона. На третьем уровне основной трибуны находятся вип-ложа и комментаторская. Вообще, в моем понимании, строительство спортивных объектов – это для Абхазии, мне кажется, самое перспективное развитие, потому что таким образом мы сможем приглашать к нам сюда спортивные какие-нибудь команды, которые будут зимой к нам приезжать на сборы и проводить сборы и принимать здесь, игры. Вы представьте, что зимой, когда у нас нет отдыхающих, к нам приезжают команды, и мы будем, их заселять в гостиницы, они будут жить у нас, питаться и тренироваться на наших стадионах. Это очень перспективное развитие. Я считаю, надо строить побольше спортивных объектов, и тогда все будет нормально. Стадион такого уровня пока единственный в республике. На Сухумском стадионе «Динамо» созданы все современные условия для проведения футбольных матчей республиканского и международного уровня, а также использования стадиона в качестве общегородского спортивного центра.